Ребята, доброе утро. Ну, сразу понятно, ребята, экспедиция, очередная рыбалка на новой технике, ребята, в новые места. 6:30. Сегодня выход в тайгу, ребята, на дальняк. Тяжелый маршрут будет. Ну, сегодня рыбалка, ребята, с ночевкой. Все как мы любим. И я не один, ребята, еду с Женьком. Женек, наверное, тоже уже маломайский собран. Встречаемся в конце поселка. И старт, ребята, старт. В одно интересное место. Там ни разу не был зимой. Что я, что Женек. И в общем, сегодня хотим, ребята, попробовать именно добраться туда. Примерно раскинул по маршруту. В одну сторону будет где-то около 30 километра. Плюс будем пробиваться. Пухляка, ребята, накинуло за пару дней еще больше. Трактора не успевают чистить. В общем, снега очень много. Но 600, ребят, должен вывозить. Именно для этого я его и покупал. Чтобы уже быть уверенными ходить, ребята. Вроде все взял, ничего не забыл. Или все забыл, ничего не взял. Но в общем, как-то так, ребят. Давайте покажу небольшой обзорчик, что взял. Так, маломайский. Потому что многие спрашивают. И всегда людям интересно. А именно вот что нужно вот именно для лесу, чтобы жить вот минимально на льду, на берегу, хоть неделю, хоть месяц, ребята, без имения избы. Вот, ребята, вот такая шаланда, 10 метров, посчитал сейчас примерно. Пойду 2 санями, плюс модуль. Ну, модуль здесь пустой, буду сидеть комфортно, будем идти по лесу и, соответственно, будет рулить удобнее. Здесь единственное это жерлицы, комбайны. Маломайские снасти. Здесь сумка. Повесил, кстати, сумочку, ребята. Здесь так небольшие там вещи, которые нужны. Такой небольшой макияж. Ну, в общем, сама мотособака, ребята. Полный кофр. Здесь ключи, свет, гаджеты, самое необходимое. Сумка, холодильник с продуктами. Новые саночки, ребята. Я их покупал еще в прошлом году, но вот только-только поставил на ход. Здесь еще идет сиденье. Но сиденье я снял. И специально эти саночки я взял именно чтобы ходить с человеком, с пассажиром. Здесь уже идет отбойник на вертышах. Я думаю, будет хорошо не закидывать снег. В общем, здесь палатка, ребята, раскладушки, лопаты, буры. Ну и здесь печка, газ, кухня, стол. Тут спальники. В общем, не знаю, взял живца. Вчера с Женьком ездили, плоховато наловили, конечно, но уже елицы такие здоровые. Так, пускай будет, ставить будем жерлицы, газ. В общем, вот такой, ребят, минимальный набор, чтобы нормально себя чувствовать в лесу и жить с комфортом. Ну так, если все это перевести в деньги, ребята, здесь стоит неплохая машина, с нуля причем. Ну, в общем, как-то так утянулся. Здесь все готово. Ну все. И Женек. Все. Сейчас обсудим дорогу немножко и пойдем. Доброе. Ну, ребята, поскакали.
Так, ну что, мы пробиваемся. Уже проскочили село. Что-то идем полями. Немножко топтали, но вот выскочили. Тут идет буранка уже. Полдороги, может, нам будет даже получше. Снега до хрена. Ну, вроде ничего, идем. Там тормознули чайку попить, рассветает. Так, что по времени? По времени у нас 7:56. Уже получается час с копейками же в дороге. Да. Час с копейками, ребят. Ну ладно, что, идем дальше до реки и потом пойдем. Птица взлетела с снега, надо сейчас посмотреть, кто там, косач, что ли. Все вроде на месте, ничего не потеряли, все хорошо. Ну вот тут буранка уже, ребята, здесь полегче уже. А так сейчас до этого топтали дорогу. Ничего, нормально. Так, друзья, ну что, вспоминаете местечко, нет? Да-да-да, вот здесь лещей таскали мы, кайфовали, сколько здесь ночевок провел. Но сюда добирался на моторе по реке в районе 20-ки, а вот так мы сейчас ходили, не знаю сколько было. Ну, в общем, все, добрались, снега куча. И вот один момент смущает, это вот этот обрыв здесь по всему берегу. Нам не спуститься просто никак. Соответственно, все это таскать, ну, это неудобно очень будет. Подъехать надо на лед, на берег. Можно, конечно, с пляжа, но пляж очень далеко. Опять же, нам за дровами надо будет как-то подниматься. Это опять круг такой, что ли, делать. Пилить дрова. Вот оно как. Сейчас будем думать, искать место, где спуститься. Спустились на лед, ребята, здесь вода, и вот здесь промоина. Женька провалился 2 ногами, но выпал сразу возле берега почему-то. Хрен знает. Мне так помнится, закуток тут такой был. И какой-то зверюга какой-то ходил. То ли волк, то ли что, следы. Вот, по берегу. Ну и здесь, ребята, на той стороне волки выходили, когда я здесь был в палатке. Вот, мы сейчас думаем, как нам сюда заехать, ребята. Очень далеко, надо будет топтать. Ладно, что, заедем как-нибудь. Дрова же опять же. Ну а что сделать, такие рыбалки ночные, они сложные. Сегодня брикетов не брали, так что только дрова. Снега, ребята, мама морозная. Что творится в этом году? Сахалину, кстати, привет. Видел, ребята, как замело. У нас тут тоже немало, блин. Вон, по полной стане, блин, херачат. Кухляк. Вот так вот, ребята. Смотрите, какая борозда. Даже на реке столько снега. Ё-моё. Ну все, вернулись. Вот мы спускались, все нормально. У нас наживочка. Вот, это, ребята, летние черви еще Женька сохранил. Красота. Местный лещ любит такую наживу. Вот будем сегодня комбайны ставить вот именно на него. Ну и налим, что? Налим тоже тут есть. Так что все нормально. Сейчас пакуемся. Ну все, вроде сейчас расстановочка у нас. А все остальное потом. Палатки, печки, дрова. Сейчас все выставимся сначала. Немножко живца у нас. Комбайны, донки. Снега жесть. Это жесть. Начало января, блин. Ё-моё. Ребят, за прибытие надо бойная задобрить. Немножко за приезд. Профилактики немного тогда. Дорога тяжелая была, но мы на месте. Мы хотели сюда давно уже. Все, будем, так, ну что, начнем расстановочку, ребята. Буры на готове. Правда, что-то с ножами у меня проблема. Насысали. В прошлый раз в Лариской был, потупились. В общем, в этом районе сидим фидерами. И где-то вот так сейчас поставим комбайки. 5 комбайнов у меня. Уже не 5 комбайнов. Сегодня взяли прикормку. Сегодня будем ставить кормушки. В общем, будем посмотреть, ребята.
Все, Женя погнал. Так, ну что, первый сразу здесь. Снега, конечно, куча. Снега куча. Немножко подискосок. Лед, слушай, я скажу, тонкий. Не такой уж прям мощный. Опа. Красота, ребята. Погода классная. Так, ну что, наши комбайны самодельные. Сам комбайн, удильник простой. Сегодня попробуем покормить. Не знаю, что получится. Но место перспективное. Вот именно по лещу. Так. Разматываем косу. Коса из 3 крючков. И в конце мормышка. Так. Течение здесь хорошее. Тащит прям идеально. Так, 2 стопора и косу, ребят, регулируем уже. Немножко дадим. Метр еще. Снимаем грузило. И просто ставлю, ребята, кормушку фидерную. Корм потом палаткой замешаем. И будем кормить вечером. Все. Опа. Так. Пошла кормушка. Вот так вот. Все. Все, друзья. Комбайны я выставил. 5 штучек у меня. Женька тоже. 1, 2, 3, 4, 5. 5 штук поставил. Ну, Женя еще сделал донки. Донки интересные. Из жерлиц. Получается, если будет поклевка, то флаг должен быть срабатывать. Ладно, пока не засыпал лунки, потому что кормить надо будет. Все. Дело сделано. Вот этот ряд перегородил прям, получается. Но здесь глубина позволяет, еще можно еще, в принципе, продвигать. Но у меня нету больше. Пока на 5 остановился. Возможно, если будут работать такие снасти у нас, то будем дополнять, еще делать. Ладно, жалится. Так, ребят, начнем. По этому краю здесь такое расширение. Будем ставить жерлицы. Жильца у нас не особо много, но есть. Здесь течение не особо должно быть большое. Должно быть классно. Лед чистый. Так. Есть живец большой. И как раз у меня тут Ларискина жерлица с бантами. Кто смотрит, тот знает. Это у моей супруги жерлица. Часто выезжаем, и у нас как соревнования идут. Ну, естественно, я рыбачу. Вот тут двойники мощные. Груза 12 грамм. Уже такие как раз под реку. Бах. Бах. Так. Погода, конечно, сегодня крутая.
Классная глубина. Раз, два, три. О. Самый клев, ребята. Ну и вот коняк буду ставить. Лишь бы самострелов не было. О, смотрите, ребят, какая плотва. Вчера клювала. Плохо, конечно. Слишком крупный. Мы все-таки не в Якутии. Ну что поделать. Что наловили вчера. Смотрите, ельцы, ребята, что вытворяют. Ельчика вчера половили, да? Где-то там вообще, ребята, кони есть. Ну, в общем, плотва такая крупная. Ельцы. Не знаю, живец, конечно, матерый. Вот, ельцы такие. Ну, что делать? Но зато же свой живец, ребята. Это свой, это не карась, который я покупал в начале сезона. Это просто хлам. Не понравился он мне вообще. Он в руки берешь, он шевелится. Ставишь на крючок его, кидаешь, и Женя камерой смотрели, он висит просто. В спячку просто падает, и все. О чем я говорю. Вот проехали. И уже уплотнился. Надо место, блин, накатать. Сейчас. Где будем ночевать? Ну, в общем, здесь у нас комбайны. По этой стороне жалится. Дальше будем продолжать еще. Потому что живец есть. Там комбайн. Ну и в общем, где-то там еще жалится, допустим. Ну, донки еще у нас. Короче, нормально. Местину в оборон взяли, как бы. Я думаю, если рыба здесь будет, не пройдет мимо. Что-нибудь да возьмем. А так круто, ребята. Ой, как круто. Погода, ребята. Просто дышу. Круто. Так, ребята, смотрите. Это у нас эксперимент с Женьком. Вообще в первый раз. И тут рыба, походу. Какая-то есть рыба. А полностью вымотала, Жень. На черве. О, мелочка. Да. Ельцы. Понял. Нормально. Красота, хороший елец. Заглотьте, ребята. Все, значит, тема работает. Да. Поздравляю, Женек. Спасибо. Молодец. Ты обрыбил наш экипаж. Круто. Слушай, такая рыбка, да? Даже полную разводку сделали. Ну, они же сильные, сам же знаешь. Вот, ребята, ельцы. Правда, там пару таких на жерлицах стоит. Ну, ничего, в зачете. Вот, простая снасть, такая же жерлица. Подсмотрели там у одних соседей. И так решили тоже. Правильно сделали. Так что будет результат. Вот, берег работает. Середина течения большое. Может быть и правильно, что вот тут и поставили. Ладно, посмотрим. Ну все, ребят, что, время у нас, времечко у нас 12:24. Ну да, как раз остается поставить лагерь, съездить за дровами, приготовиться все, приготовить обед, ну и потихоньку заходить в сумерки, наверное. Сейчас накатаю место. Женька говорит, давай там поставим палатку и поставим удочки там, потому что, ну, елец там показывает себя. В общем, так и сделаем. Все, отлично.
Так, натоптали, ребята. Вот водичка немножко пошла. Сейчас выгружаемся и за дровами. Так, ребята, мы за дровами. Водичка вышла. Поехали. Все, ребят, прибыли домой. Вот тут немножко накатал, немножко воды вышло. В общем, вот здесь палаточку поставим. Здесь и будем рыбачить. Комбайны вроде молчат, жерлицы тоже молчат. Вот днем какие-то шевеления были до 11 часов. Елец тут бегает. Ну, ладно. Ночь покажет. Женька идет. Воды много, по льду ходить-то тоже. Так, ребята, ну что, хату поставили. Сегодня взяли досок. В прошлый раз Женька говорит, еще фанерку взял. Ладно, это. Немножко натоптали, вот так, не чистили сегодня. Сегодня, ребят, новая печка. Это подарок Илюхе, кореша. Илюха покупал себе и, в общем, отдал мне. Говорит, Андрюха, я, говорит, не пользуюсь. На тебе подгон, ребята. Так что у меня теперь две печурки. Это то же самое, пошехоночка, только средняя. 25 литров получается. Труба тоже идет сзаду. Такая штука. Тут еще вон, смотрю, бумаги, гарантийники, все дела. Но она немного отличается. Экраны, смотрю, уже жестко сделаны. Так, все то же самое. Труба 8,3, 25 литров. У меня 30 литров получается. Но моя уже походила, бедолашка. Тут она еще даже вон особо-то не выгорела. Вот так вот, ребят. Новая печурка. Илюшкин, братский, от души. Ну, как бы дал пользоваться, Андрюха. Что, говорит, лежать будет? Огонь. В общем. Пошла, пошла возня, ну, Женя. Все, ребятки, мы дома, печка топится. Так, маломайски поставили мебель, печку, печка топится, все шикарно. В палатке уже тепло, с открытыми дверями. Время у нас не знаю, но надо что-то пообедать. Что-нибудь сейчас пообедать. Холодильник. Маслицо, ребята, есть, сковородочка есть. Маслица немножко. В общем, тут с утра
Брал яичницу с помидорами. Все замерзло. Сейчас мы, ребята, все это согреем. Что-нибудь туда накидаем. И такой будет перекус. Опа. Так. Колбаска. Сальцо. Тоже туда. Все поджарим сейчас. Яйцами зафигачим. И нормал будет. Алена Сергеевна грибную икру положила. Кто не знает, ребята, это моя мама. Своя грибная икра. Ходим за грибочками и делаем грибную икру. Классная штука. С чесночком. Вот, ребята. На хлеб намазывать. Закуска просто бомба. Я бы назвал, что пищишь. Так, ну и все, что. Яиц колотим туда. И нормально будет у нас. Таежный перекус такой мощный. Вот так вот. Что все замерзшее, что толку? Лучше так уже на сковородочку шмякнуть и хорош. Опа. Опа. Язык есть. Слушай, тоже где-то есть. Короче, это там была нарезка замерзшая. Ага. Туда все закинул. Яйца. Нормально. И корка, слышишь? Ага. Грибная. О, ну это серьезная ложка у тебя. Серьезная ложка, слышишь? Отгоню только за ложки. Оба. О, нифига. Спасибо. Спасибо. Заказывал нас на работе. Да. Делает, да? Круто. О. Одна побольше, другая поменьше. Он мне также сделал. Круто. Надо обновить. Ну все, вроде что. Да, снег в этом году. Труба. Слушай, еще же будет снег, правильно? Ну это как раз вот таком пухло, видишь, он не усевшийся или как, или что вот этот. Едешь, прям пылит, блин. Ага. В этом году у меня по пухляку идет, нормально. Хорошо, в да? этом году невозможно было, метр не мог проехать. Да, в этом году. Обогнать-то в одном месте. В этом году это как его. Видишь, была оттепель, и вот он слоястый, и как будто бы нормально. А в прошлом году, говорит, все взрывались. Снегоход, не снегоход. Без разницы. Ну что? Мне кажется, надо этот. Не на складушке, на этот. Да, на ящик сядь На лучше. ящик сесть, да. Ну давай, будем. И сработки что-то есть, я такой весь довольный, блин. Все по кайфу. Как раз, кстати, вы как раз ночевали у Сашки в палатке, когда он давал, получается. Надо еще камеру пропустить. Ладно, ребятки, что мы готовимся. Женька пробурлился. Будет тут наблюдать. А я сделал закор на прикормку, на кормушке. Сидим. С радио. Классно. Все, ребятки, палатки красота. Что-то ветер поменялся. В ту сторону изначально был. Сейчас туда. Ну ничего. В общем, заварил прикормки. Буду забивать кормушки. Посмотрю, Женек прошелся вот эти крайние 2 ерша и обсосано, говорит, все. В общем, пока мы лазили, мелочушка-то гуляла. Но мы ждем другую рыбу.
Ждем леща. Будем посмотреть. Так, что тут у нас? Ух ты, даже небольшая корочка, ребятки. За день. Не засыпал. Не засыпал. Сантиметр наморозило. Сейчас засыпем. Ладно, проверим. О, грязь, ребята. Течение и грязь. Так. Отличный. 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 Ничего. Все шикарно. Все шикарно, ребята. Ладно. Пока не замерзла. Прикормка. Забиваю очень плотно, чтобы потихоньку умывала ее. Опа. Погнали. Есть. Ну, типа того, ребят. Буду как-то кормить. Так, периодически буду ходить, прокармливать к ночи. Может, что получится. Походил сегодня, ребята, по пухляку. Топтал дорогу, дрова. Блин, ну слушайте, ребята. Просто пушка. Подобие собаки и снегохода. Ну, на мой взгляд, вариант очень отличный. Просто уверенно шагает. Похрену ему. Очень круто. Здравствуйте, это кто такой? Сорога. Сорога. Прикинь. На жерлицу не сработало. Не сработал жерлица, ребят. Ну вон, рыбка какая плавает. Огонь. На соседней, получается, и лес взял. Тут сорога. Вот, крючочки, да? Работают, отрабатывают. Это, кстати, твои. Слушай, это на буранку кинь, Жень, ты затопчешь. На буранку, на буранку. Женька косит рыбу, блин, слушайте. Плотва, ребята, ну, сорога, плотва, как там, чучубак, всех по-разному. Ну, в общем, смотрите, как эта штука-то. Береговая зона. Блин, сейчас может Женька как начнет пластать ночью, блин, сорогу вот такую. В палатке, блин. Огонь. Ну вот, ребята, сейчас прошли тут рядышком, которые были уже жерлицы вот эти, на червя. Плотва. Там ерши. Все же, значит, все же рыбка возле берега. Блин, ну тоже вот не угадаешь же правильно. Может ночью выйдет вот именно на яме там. Ладно, потерпим. Все-таки разведка. Зато будем знать уже. Не в рыбе счастье, правильно, ребята. Может хапнем там хороший лещок. Так что не буду снимать. Хотя уже в состоянии уже такого переставляться. Ну, явно рыбу нашли. Ладно, не будем. Потерпим, постоим. Снега, ребята, конечно, труба прям. Так, ребята, опа, смотрите. Бур, ребята, а тут сработочка. Первая сработочка. Да ладно. Да, слушайте, сработка. Вот это, в принципе, завод, ребята, это крайняя жерлица. Я здесь оставил бур. Вымотка. Вымотка почти полная. Фига себе. Это прям радует. Ну, что-то не докрутила, не домотала. Вечерние загары есть. Слушайте, ребят, отпустила. Хорошо.
подержал. Не знаю, живец. Не, живец работает. Так, ребят, ну что, первые признаки есть, это радует. Непонятно кто. Даже как будто не щука. Раз, два, три. Ну, есть загарчик. Хорошо. Вот прям на куре, на мелях. Блин. Меля работают, ребята, зимой. 1000 раз уже уверен был. И так оно и есть. Ладно. Значит, так. 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 Ну даже, ребята, днем не видно. Там такие сугробы, блин. Слушайте, ну один флажок. Дальше вроде все как чисто. Нормально. Пошли уже банты. Банты молчат, ребята. 1,5 метра глубины. А там меляк. Ё-моё. Нежели промахнулся Андрей Викторович. Молчит. Да, ребята. Дальше все тихо. Ладно. Дровишек поколем. Вот один напополам, ребята. В аккурат в печку заходит. И ничего не надо лишнего. И ничего лишнего не надо. Покрупнее немножко. Дровишек, ребята, свеженьких подколол. Домой. Опа. Сейчас ужин что-нибудь забабахаем. А что, время только 5 часов-то. Вот так вот. Так, ребята, уже не поклевка на комбайн. Проверяюсь. Все, есть поклевочка. Идем смотреть. О, Женька еще и леща взял. Да, грамм на 700 где-то. 800 где-то. Так, что тут будет? О, качает, Жень. Качает. Есть рыба. Ну, не крупная, но. Бери. Опа. Ребят, пошла возня. Оп, есть что. Налим. Опа, налим, блин. Ё-моё. Вышли засранцы, да? Испугал, блин. Вот это налим. Женя, о, бродяга. Выжил. Да, у нас такая рыба, ребята, немножко дорастает. Даже до 5 килограмм бывает. Ага, Мы так вот отпускаем, стараемся. Вот он. пошел. Все. Бедолага аж весь светится, блин. Так, ну ладно. Гудит. Ну вот. Так, сработка, ребята. На жерлицу. Мои стоят, молчат. Но я все же в них верю. Хрен знает. Там глубоко, очень глубоко, 4 метра край. Вот так. Вжик, получается. А Женя на 2 метрах стоит, получается. И вот у него есть результат на песке. Но я не буду никуда там переставляться. Это все-таки разведка, ребята.
Розетки вот такие бывают. Я бывают такие розетки не показываю на канале. Их очень много, ребята. Да, у нас в регионе богат рыбой. Хотя бы на севере. Но мы на самом юге, и у нас не особо рыбы, конечно. Ну вот таких розеток бывает мне очень много по налиму. Я в одного вообще бывает, ребята, провожу ночью и ночами живу, и, ну, и ничего не выкладываюсь, ну, как бы относительно, потому что нечего показать. Но вот так в целом бывает, вот так проводим времена. А сейчас ужин. Так, братцы, ну что, фрегат, как всегда, со мной. А это, ребята, значит о том, что здесь много всякой разной посуды. Кастрюли, котелки и всякое разное. В общем, достаем котелочек, шайку на полную. Хотя в целом, в принципе, вот так у нас устроит. Водички. Будем варить картошку, тушить с мясом. Пускай водичка закипает пока. Ну а мы вот так откроем, пускай шайка работает. Вон как труба, ребята, раскаляется до красна. Печурка работает. Классно. Ну-ка, Женек, дай посмотрю. Женек там что-то взял приобретение новое. Не так дорого. Дешево, сердито. Где-то у нас газовый баллон был. Ага, вот здесь. Да, слушай, вот это. Взамен той, не знаю, взял. Компактный. Фига, внизу этот, слышь, не зашел. Угу. Как-то попасть надо. Внизу пазы. И так. Подожди, а вон. Все, понял, Жень, вот так. Ага. Вот так. Там тоже пазл. Замерз. Слушай, ну что, да? Такая, да? Ну да, компактно и свободно. Так, поставил, ребята, и все, погнал. Да, сейчас что только не делают, блин. 600 рублей. Угу. Так, друзья, ну что у нас ужин? Блин, что, кушать тоже надо. Время как раз 18:39. О, как раз. Есть много, ребят, мяса такого. Свининка, такие стейчки такие уже готовые. Сейчас мы сделаем зажарочку, лучок, морковка. Женек сегодня у нас в наряде по картохе. В общем, ну, Женька ловит рыбу. Я пока молчу, в стороне курю. Ну, не знаю, ребята, слышала такая она тема. Она и ночная, в принципе, тоже дает. Так что, может, у нас и ночью что-нибудь сыграет. Возьмем какого-нибудь осетра. И будет классно. Сейчас зажарочку сделаем. Палатки вообще Ташкент, огонь. Погода сегодня вообще четкая. Сегодня мы прям дышим Женьком, реально, потому что ну до этого было ни о чем. То в метели, то в юге, то морозы, блин, ну вот реально, блин, это вообще никак. А тут сегодня прям, ну так, как будто немножко по-весеннему, что ли. Первый день такой, да? Да, первый день, реально, как за месяц, наверное, вот. Вообще кайфуем, короче, ребята. Вот, кстати, натрамбовали снега, смотрите, ребят, ну воды особо, да, нет, четко. Классно, подуха держит. На будущее, так, ну, конечно, у кого нет снегохода, допустим, так не сделать. Ну, хотя, ну вот, чистить точно не стоит, потому что сразу все текет. Вот так вот. Пошехонка работает. Ну, в общем, что, ребята, ужин. Посиделки у нас, карты, что есть, там, не знаю. Фейерверки есть всякие разные, там, петарды, постреляем. Что-нибудь вечер сегодня проведем досуг. Что у нас, ну, радио у нас, кстати, еще есть. Хотя находимся, ну, лично от поселка далеко. Так, такая вылазка не маленькая, как бы, недалеко и не близко, как бы, вот так в среднем, как бы, отъехали.
В общем, тут даже при всем желании можно как бы и на связь выйти. Так что как бы все спокойно, все ровно. Волки не воют. Пока. Кайфуем, да. Пока не... Нож рыбак, ребята, Росберг показывал. Вот. Классно работает. Четко все. Все, готовимся. Ребята, ну что, у нас все под контролем. Зажарочка. Решили, короче, на газу сделать. Ну, все-таки места мало и самая большая температура там возле трубы. Да, мы решили как бы обмануть судьбу, как говорится, и быстрее зажарку сделать, чтобы туда потом забросить все это дело. Мяско вытопили, все, морковочка, лучок, уже не удочки стоят, правда не клюет. Картошечка подходит, все классно. Маленькая горелочка нормально работает. Так, Женек, ну что, у нас ужин? Давай накладу тебя. Давай. Мы же как телевизионные в квартире. Все, понял. Вот так вот, ребята. Будем кушать вот так. Опа. Женек, держи. Майонез. Да, майонез. Короче, одноразовый, смотри. Угу. Тут съесть. Так, ребят, себе жиденького сделали, такого горяченького, жиденького. Ну, слушайте, блин, вот иной раз жиденького надо по-любому. Вот сюда, на дровишки. И сейчас Женьком перекусим. Такая какая-то шурпа, картоха получилась у нас. Ладно, покушаем. Времечко бежит. Рюмочку надо. Рюмочку сейчас сделаем, да. 19:46. Кушаем. О, Женька достал большую ложку. Я сейчас тоже, ребята, Женька подарил, смотрите, хлопцы. Там 2 ложки, одна побольше, Да. одна поменьше. Во, смотрите, какие классные. А, слушай, умеешь так? Подожди. Ну, там на деревянных, там, понял, да? Выпили-то раньше. Было дело, да. Ну, что-то палец ставили как-то вот так, да, и вот такой звук отрабатывали. Так, ну, возьмем вот такую. Классно. Все, будем сейчас рубать. А это обязательно в сумочку сюда положим. Она пригодится нам. Все, всем приятного, кто с нами кушает чай. Мы будем ужинать. Наливай. Выпью за твое здоровье, что ты был Все хорошо. постоянно на связи у меня. Ага. Выручаешь меня постоянно. Да, ну просто. Вот это, блин, за это я хочу выпить, конечно. Потому что в самом деле сейчас в наше время очень тяжело вот так с кем-то там держать такие плотные отношения. Не говорю, что дружеские, но плотные. Ага. И как бы, ну, не знаю, давай за тебя, Ну, понятно. Ладно, друг, давай. давай за тебя будем. За дружбу, так сказал. Да, точно. Нет, нифига, да? Есть. Есть. Кто-то есть мелкий. Да ладно. Да ладно, кто это? Елец, смотри Да какой. не бывает таких, ты че? Ни хрена. Уху. Ты видал, Женек? Да, грамм по 200. Да, это 200 уже, по-любому. Охренеть. Охренеть, да. Вот это берег работает. Да, налимчика взял. На тебе. Женек сегодня в ударе, слышишь, Женек? Вообще, да. Вот, а ты говорил, типа, давай сюда.
Ребята, доброе утро. Проснулись. 8 утра. Погода, ребята, теплая, но пошел снег небольшой. Сейчас с Женьком немножко дали, как говорится. Я этого не скрываю, ребята. А что скрывать? Мы все взрослые люди, мы все простые рыбаки. И, в общем, не видали с Женьком много времени, как бы. И вот сегодня прям выпили за все хорошее и за все плохое. В общем, табор наш, ребята, стоит. Воды до Ванума, блин, очень много. Сейчас иду вот прям по буранке воды. Не знаю, как будем выезжать. Ну, в целом, по льду немного проехать, но все же. Вчера Женек просто ехал, когда с дровами забурился. А так все хорошо, спали. Я спал, ребят, как убитый. Женек был на истопником, топил печку, а я отдыхал. В общем, с утра он еще отдыхает, Женек спит. А я вышел так прогуляться. По кордону 2 загара, ребята, на нашей жерлице, на которой стоит одинарник и червь. Ну и хочу пройтись, посмотреть комбайны. Вчера, кстати, комбайны, ребята, я убрал. Стоял вот так же по пляжу. Вот рыба зимой больше активна на мелях. В пляже, вот на яме ее нету. Ладно, пойдемте посмотрим, ребята, что там происходит. Что за рыбка. Может, что попалось. А так жерлицы вроде, смотрю, сработок нету. Да. Щука здесь почему-то не ходит, что ли. Место очень классное. Ладно. Ну вот, в общем, ребята, смотрите. Загарчик. Это реально эксперимент у нас был. Потому что, ну, так не рыбачили. Вот в целом жерлицы простые. Просто ставим одинарничек, ребята. И все, можно вот так рыбачить. Полная вымотка. Онки не замерзли? Нет. Есть рыбка. Какая-то рыбка. Есть, ребята. Это налим, ребята. Смотрите. Налимчик. Налим ходит на червя. Попался. Мелкий. Надо отпустить. Ну, все же. Разведка боем. Какая-то рыба в глухоземье. Пожарим. Вот так вот. Идет рыбалка потихоньку. В общем, ребята, берите на вооружение. Тема работает. Тема работает, ребята. Можно рыбачить белую рыбу вот таким способом. В целом, даже в полевых условиях, ребят, можно переделать. И все будет шикарно. Вот так вот. Сопливый, да? Грамм 500. Налимчик 400. Есть контакт. Завтрак, ребята, яичнику сейчас замутим. И нормально будет. Позавтракаем. С колбаской. Все дела. Так, друзья, ну что, покушали, позавтракали, доели супчик. Яишенку пожарили. Уже, не смотрю, флаг опять стал. Ну, в общем, та же ситуация, ребят, с утра. Вот клюет елец, наверное. Ну, планово было найти леща, и у нас это не получилось. Ну, в общем, здесь он есть, но он просто, наверное, у нас не берет, ребята, зимой. Мы уже вытащили вещи с палатки. Женька уже собирает снасти.
В общем, ребята, как-то так. Такая разведка была. Ну, что поделать. Хреново, ребята, в январе у нас с рыбалкой, конечно. Ну да ладно. Все. Будем собирать. О! Такая селедка, смотрите. Да, слушай, Я спина, блядь. классно. Ну, элицы плавают тут, да? Жалится, смотри, молчат. К жалицам, ребята. Увы и ах. Ни одной сработки. Вот вчера, вот на эту, кстати, крайнего была сработка вечером. Кто-то попробовал. И все. Да, Женька сейчас, кстати, еще ельца поймал. Опять же на флажочек. Вот он, ребята, вчерашний живец. Не знаю, ясь или окунь. Что-то такое получается. Вот смотрите, ребята. Значит, здесь зимой тоже слабенько. Сюда надо приехать попробовать весной еще. На это место. Все-таки это место я верю. Но не в это время, скорее всего. В конце марта, начале апреля. Вот здесь будет, наверное, рыбалка. А пока здесь тихо. Все, друзья, собрались. Воды давануло капитально, блин. Охренеть. Блин. Снег этот, конечно, дает. Погрузили вещи, дровишки остались. Такие. Не спалили мы все. Мусор, ребята, обязательно с собой. В общем, все. Сейчас нам надо еще выехать как-то. Очень воды много. Очень много. Ну все, ребята, с Богом. Сейчас главное выйдем. Вот там, ребята, давануло очень сильно. За себя не переживаю, за Женька переживаю. Выключили, ребята. Подняли, все отлично. Все, попылили? Давай, Женек, на связи. Оба! Прибыли. Ребятки, добрались до дому. Интересные покатушки, такой нормальный маршрут, ну, приличное расстояние. Покатались по Пухляку. Ну, в общем, разведочка была, в принципе, состоялась. Рыба, ребята, нигде сейчас не клюет в данный момент. Ну, в общем, место перспективное. Пробили дорогу, сейчас поняли, как туда добраться. Потому что надо было и речку пересекать, и одно село проезжать. В общем, нормально, ребят. Ну и с Женьком, что, посидели в палатке, пожили, покушали, пообщались. Круто, ребята. Такая разведка, ребят. Ничего интересного особо. Ну, в общем, бывают вот такие рыбалки. Ну и пробил кордон вот именно в ту сторону. Теперь будем знать. Все, ребята, всем хороших разведок. Пусть повезет больше, чем мне. Ну и, в общем, удачи, ребята. Пока.